Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melaporkan tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rasia pada Senin 19 Desember 2022. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus. Di arah Kupiansk diketahui hingga 25 prajurit Ukraina, sebuah pengangkut personel lapis baja dan 2 mobil hancur akibat kebakaran di wilayah pemukiman Kislovka, wilayah Kharkiv. Sedangkan di arah Krasnolimansky, kerugian angkatan bersenjata Ukraina ke arah ini per hari berjumlah 60 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 1 tank dan 2 truk pick-up. Sistem pertahanan udara Rusia juga berhasil menembak jatuh kendaraan udara tak berawak Ukraina di area pemukiman Yelenovka di Republik Rakyat Donetsk. Memasuki hari ke-299, Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina, 184 helikopter, 2.676 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери, был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника. В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области уничтожены 3 диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и 2 пикапа. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой Народной Республики, а также перехвачено 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Янакиево Донецкой Народной Республики, Попасные, Белая Луганской Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.